Здравствуйте, уважаемые телезрители. Хотела бы сразу же представить вам гостей в студии Абхазского телевидения. Это депутат Народного собрания Кан Кварча, редактор «Нужной газеты» журналист Изида Чаня, редактор телеграм-канала Аяшара журналист Нисфа Аршева и заместитель председателя Высшего совета общественной организации Айтглара Ишсоу Какаля. В этом эфире по вашему запросу у вас есть время и возможность высказать свои позиции по поводу событий конца прошлого и начала этого года, когда, я напомню, я думаю, что все об этом знают, когда двое граждан Абхазии, вы, Кан Валерьевич, а также общественный деятель Леван Мика были лишены российского гражданства, а также по решению Минюста трое журналистов, двое из них находящиеся здесь, это Изида Чаня и вот Нисфа, вы и редактор Чегемской правды Инал Хашик, также были объявлены, они были внесены в реестр иностранных агентов. И сейчас у вас есть время и возможность высказаться по этому поводу. Пожалуйста. Дорогие друзья, дорогие жители нашей страны, тема сегодняшнего нашей встречи и нашего разговора будет вокруг того, что отношения в целом между Россией и Абхазией, есть ли настроения антироссийские в Абхазии или нет, и самый главный вопрос – отношение нашей власти, я не побоюсь этого слова, отношение к нашей власти к патриотам Абхазии. Таковым я считаю тех людей, которые сегодня сидят в студии, и тех, кого еще нету. Ну, по разным причинам. Каждого из нас знают все. Я думаю, что любой сегодня может дать характеристику каждому из нас, и потому я хочу сказать, что сегодня получается, что быть патриотом и отстаивать интересы своей страны становится опасным делом. Если ты сегодня начинаешь говорить о тех проблемах, которые могут помешать даже в отношении между Россией и Абхазией, те неправильные шаги или те высказывания ненужные, да, это могут интерпретировать так, что ты какое-то там негативное отношение высказываешься в сторону нашего партнера там, и союзника касаемо Российской Федерации. Вообще, хотелось бы небольшой экскурс сделать вообще самого вопроса. Как вы помните, при, как говорится, так скажем, правлении Аслана Абжани стали перед Абхазией очень тяжелые вопросы. Одним из таких вопросов было это, значит, разрешение на строительство апартаментов. Народ очень был возмущен этим вопросом, общественность, интеллигенция, ученые, все остальное, все здравомыслящие люди понимали опасность всему этим процессам. И, естественно, и парламент свое отношение начал высказывать. Понятно было, что было большое давление на парламент, большое давление, возможно, я сейчас всех нюансов не знаю, наверное, и на правительство Абхазии, но другой вопрос, кто как себя повел. Отношение парламента именно по отношению, значит, апартаментов вы знаете, но, что самое интересное, тогда уже звонки шли, так скажем, некоторых чиновников Российской Федерации, что если вы этот вопрос провалите, те люди, которые непосредственно были как бы такими активными, да, участниками или активными людьми, которые этот вопрос поднимают, что, возможно, их лишат, значит, российского гражданства. То есть нам уже это прилетало, нам в парламенте многим это говорили уже, предупреждали, но извините меня, знаете, когда моей страны касается, и если я вижу, что вопрос, который поднятый, может выйти нам боком для страны, естественно, меня никакие там санкции не остановят. И многих ребят, естественно, в парламенте это тоже не остановило, и вы знаете, чем это закончился, этот вопрос. Теперь другая сторона этого дела, ну, понимаете, я, в принципе, к российской стороне вообще претензий не имею. Это большая страна, мощная, самодостаточная страна, дружеская для нас страна.
Но извините меня, вы понимаете, мы как спутник для России, что я имею в виду? Вот есть Солнечная система, да, если сравнивать, есть Солнце, есть Земля, которая вокруг Солнца крутится. Да, как бы Солнце дает тепло, свет Земле, но если близко начинаешь приближаться к Солнцу, можно погореть, сгореть. Но при всем при этом, понимаете, мы должны выстраивать такие отношения, которые устраивали бы обе стороны. И нас, как сторону абхазскую, и Российскую Федерацию. То есть мы должны, как говорится, выстраивать свои отношения так, чтобы всех устраивало, обе стороны. То же самое начали делать наши руководители. То есть в угоду кому-либо, там, каким-то чиновникам, или я не знаю, в угоду кому это было сделано, им пришлось, видимо, чтобы оправдаться за какие-то взятые на себя обязанности, создать такую ситуацию, при котором патриотов или людей, во всяком случае, которые начали поднимать эти темы перед Российской Федерацией, показать их в виде того, что эти люди там относятся к России неправильно или еще Кан что-то. Валерьевич, Да. простите, пожалуйста, могу я тут вам уточняющий Да, вопрос давайте, задать? конечно. Я знаю о вашем обращении, которое вы приняли и к президенту, и к парламенту, и знаю, что была вот, по-моему, 1 августа создали Да, парламентскую да. комиссию. Сегодня я связывалась. Я сейчас вернусь к вот этой я тоже, хотела, да. да, Сейчас просто к этой- так да, как да, да, ситуация конечно, уже хорошо. есть, хотелось Да, бы я завершу свою конкретики. Да, мысль, а извините, потом пожалуйста. перейду Да. к комиссии тоже. И в этом смысле кому-то пришлось оговорить своих граждан. Непосредственно здесь мы знаем людей, непосредственно здесь, которые в студии присутствуют, и которых тоже нет тоже. То есть фактически сегодня те люди, которые, значит, эти вопросы поднимали, озвучивали, действующий президент, в прошлом, в том, значит, еще год назад, да, который действующий президент и его чиновники начали, значит, писать некие письма, значит, донесения. Дошло до того даже, что в федеральных каналах начали обвинять оппозицию, что они там работают на некие службы зарубежные и так далее. Даже вопиющийся факт такой был. Вспомните тот день, когда, значит, народ уже стоял друг против друга, абхазский народ, когда самое такое опасное время было, и у оппозиции, и на тот момент действующей еще власти нашлись люди, которые сделали встречу в Минобороне. Ну, с двух сторон представляли я, Адгур Альцинба и Ливан, с другой стороны действующий сейчас президент Бадро Гумба, Давид Филия и Отар Хеци. На тот момент, в 8 часов, когда продолжались переговоры, чтобы наш народ не пролил кровь непонятно за что и за кого, в этот момент тот президент, так называемый действующий президент, посылая людей с нами на переговоры, да, в этот же момент он давал российским, значит, СМИ, что мы, оппозиционеры, это люди, которые представляют, значит, какие-то спецслужбы, западные спецслужбы. То есть вы представляете, что он делает? В момент переговора мы наблюдаем, что нас там уже назвали агентами спецслужб. Кстати, те люди, которые представляли на тот момент, тот же Бада Зурабич, и Хеца, и Пили, конечно, там никому это не понравилось. То есть таких моментов очень много. Теперь, что касается самого письма и, значит, комиссии. Теперь, вот комиссия была создана, как вы знаете. Целью этой комиссии, самое главное, это цель этой комиссии. Главная цель этой комиссии – найти или подтвердить, или наоборот опровергнуть ту мысль, что в Абхазии существует антироссийские настроения, или ее подтвердить, или ее опровергнуть. Самая главная цель именно такая. Насколько будет продуктивная комиссия, это время покажет. Время есть в этой комиссии, ну, по объективным причинам
Значит, эта комиссия не могла работать, потому что мы были, значит, в отпуску, только вышли. По поводу комиссии, я сегодня как раз обратилась к председателю этой комиссии, к Дауту Хутаба, который сказал, что их целью является установление фактов и обстоятельств, которые привели к применению этих вот персональных санкций в отношении как раз, получается, вас. И он также уведомил меня о том, что 3 месяца у них есть, согласно процедуре, на то, чтобы прийти к каким-то результатам. И более того, если вдруг за это время почему-то не получится, они имеют право продлить работу своей комиссии, потому что думаю, что ну, вы уже сказали, чего вы ждете от работы этой комиссии. Я хотела бы тоже один конкретный Арина, вопрос если позволите, задать. Я больше не буду, наверное, выступать, я еще чуть добавлю. Я хочу хронологию еще, чтобы вы вспомнили. Последним триггером всего, что от сегодняшней ситуации произошло, это последнее, значит, соглашение, которое нам предлагали. Да? Мы его отстояли. Это соглашение в конечном итоге стало причиной отставки президента, который принял, значит, и действующий президент, и весь народ понимал, что это большая была ошибка. Для меня что самое главное во всей этой ситуации? Есть ситуация с гражданами Абхазии, есть ситуация, значит, с общественными деятелями, есть ситуация, в конце концов, с депутатом парламента. Я представляю власть сегодня, правильно? Я, понимаете, дело не в Кане Кварче, абсолютно. Дело в том, что все-таки я власть представляю абхазскую. Я напомню еще один момент такой. Вспомните, когда был Бжани оппозиционером, был случай, когда его остановили на границе. Если помните, кто не помнит, могу сейчас я тем более напомнить. Была такая ситуация, Бжани останавливают на границе, на этом фоне покрышки начали сжечь, перекрывать дороги и так далее. Произошел такой, знаете, несанкционированный хаос в Абхазии. Я лично был свидетелем, когда на тот момент действующий президент Абхазии Рауль Джункович Хаджимба набирал и разговаривал с послом, значит, который находился в Абхазии, что это недопустимо, что это нельзя делать. И он просил, и он звонил и в Совбез России. Я не один там был, чтобы, я не скажу, что это передо мной было, там была масса людей, которые это видела, лицезрела. Он звонил, значит, в Совбез России, то же самое он говорил. И самое главное, вспомните хронологию следующую. Через день или через два Аслан Кубахи, будучи министром МВД, это не политическая должность, он как министр МВД не мог такую характеристику давать, но он при всем при этом еще был и первым вице-премьером. И потому хочу, чтобы вы вспомнили, он официально выступил и осудил это действие. Осудил, оценку дал действий Российской Федерации по отношению даже, значит, оппозиционеру, но самое главное, гражданину Абхазии. Что сделала страна наша? Что сделал президент? Что сделало правительство? Где их мнение по этой ситуации? Я хорошо отношусь к Олегу Мсасовичу. Да, кстати, вот говорят, была встреча ваша да, с ним, вот с я сейчас министром как раз иностранных прокомментирую, дел. и я, наверное, закончу. Вот у Олега Мсасовича была встреча, значит, с министром иностранных дел России Лавровым, где мы, насколько знаем, и мы в это верим, мы не имеем, значит, повода не верить Мсасовичу, что в личной беседе это все было проговорено, что эта проблема стоит, что там нет антироссийских настроений, что граждане Абхазии, наверное, все-таки погорячились те чиновники, которые это решение приняли по отношению к гражданам Абхазии. Но, при всем моем уважении к Мсасовичу, за этим должно быть всегда нота официально где-то отражено. Мы эту ноту так и не увидели. Ну, кстати, я читала в ваших в интервью хотя Мсасович открыто уже выступал, говорил. Но еще раз говорю, должна быть нота, где-то должна быть, потому что на ноту должны официально Российская Федерация ответить. На высказы могут не ответить, а на ноту должны ответить. Более того, Дима, Дмитрий Михайлович, значит, Шамба, тоже один из руководителей администрации президента Абхазии, не раз тоже говорил, что нет
в Абхазии антироссийских настроений. Кстати говоря, мы обратились к генеральному прокурору и получили от него информацию о том, что по запросу администрации президента, я так понимаю, в связи с вашим обращением, ведется прокурорская проверка для установления причинно-следственной связи. Он сообщил, что довольно сложный процесс, и, видимо, есть, может быть, какой-то повод все-таки дождаться. Я слышала, что вы обращались и к адвокатам, нанимали адвоката, были попытки подать иски, то есть юридически. Я слышала, что именно журналисты, да, вот что-то получилось в этой связи? Тоже сейчас Низ поподробно об этом расскажет. Так как вот передо мной очень много документов, это как раз ответ на вопрос, Арифа, который ты задала. Да, мы все трое иностранных агентов, журналисты абхазские, значит, подали в суд. Честно говоря, не то, что в российском суде выиграть, тут в абхазском суде не факт, что выиграешь, но мы это сделали, и старшие коллеги мои, я, если честно, не хотела вот вообще ввязываться в судебную историю в Москве, но потом я поняла, что без этого, без подачи иска, я бы не получила очень важные документы. Можно уточнить, это был иск против Минюста, я просто, чтобы Нет, понимать. Это исковое заявление подала в Замоскворецкий суд с просьбой отменить значит, решение Минюста о внесении меня в реестр иностранных агентов. Значит, это было в июне месяце. Безусловно, я проиграла суд, вслед за мной и все суды проиграли мои коллеги, но Зида Терентьевна об этом позже скажет. А я все-таки к документам. Да, юридическая часть бумаги это не эмоции, это не то, что мне хочется или не хочется, или хочется кому-то. Вот такой документ, вот это все, это один документ. То есть это более 80 листов. Это распоряжение Минюста России, это официально врученный мне документ через моего адвоката, безусловно. Значит, согласно которому я стала иностранным агентом. Тут имеет значение, что же мне вменяется. Опубликован пост, касающийся действий руководства Республики Абхазия. Все документы, которые Минюст... И чтобы было понимание, это не просто какой-то там лист. Тут вот идет перечень организаций, подразделений различных, значит, Роскомнадзора и так далее, которым была поручена эта проверка, и которые ее проводили для того, чтобы вот родилось такое решение. То есть, я сейчас конкретизирую, да, за то, что я журналист абхазский, работаю в зарегистрированном Минюстом Республики Абхазия СМИ и делала публикации, касающиеся действий руководства Республики Абхазия, Минюст посчитал это неправильным. И вот, кстати, вот не могу не сказать, но очень многие знают, что идет судебный процесс у меня, да, со службой госбезопасности. О самом суде я не хочу говорить, сейчас мы не говорим совсем не об этом. Но это очень важная позиция. Первый аргумент, который мне вменяет еще раз Минюст России, это весь этот документ, это... сообщение Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Это первый аргумент, который вменяет еще раз мне, журналисту абхазскому, Минюст России. Они даже вот такие скрины прилагают, вот, чтобы было понятно, да? И саму публикацию о том, что обнародование дезинформации подобного рода является ничем иным, как попытка дискредитации государственной структуры, в которой добросовестно несут службу сотни абхазских офицеров, и что это в первую очередь соответствует интересам Грузии. Это первый аргумент, который мне, еще раз, абхазскому журналисту, вменяет Минюст России. Ну, про остальные такие среднестатистические я, конечно, говорить не хочу, но пару примеров все-таки нужно, потому что, еще раз говорю, это многостраничный официальный документ. У себя на личной странице в социальной сети Facebook, на своей личной, не СМИ, на своей личной странице я опубликовала пост. 11 февраля 2021 года признали меня иноагентом 21 марта 2025 года. То есть
Вот с этого периода, это самая ранняя публикация, в которой я просто спрашиваю, сколько денег может, например, украсть герой Абхазии, сколько может украсть орденоносец Леона. А если человек спас 1000 жизней на поле боя, ему можно украсть, а нам, простым гражданам, сколько из казны можно увести? Это были мои мысли, которые я у себя на личной странице выложила. Минюст России даже их мне вменяет. Но самое удивительное вообще во всей этой истории – это не просто мои публикации, еще раз повторюсь, которые касались действий руководства Республики Абхазия. На своей странице в Facebook я опубликовала вот такой пост. Я этот пост опубликовала 10 июня 2024 года, в котором написала, что я требую отставки министра иностранных дел Инала Ардзинба. Это мне тоже вменяют. Оказывается, я на это не имею права. Так вот, Минюст России официально дает вот такое заключение, что ни Аяшара, ни Нисфа Аршба, они не располагают сведениями о том, что когда-либо какие-либо денежные средства из иностранных источников поступали мне. То есть это официальный документ. Денег я не получала, это их утверждение. Про свою власть и про недочеты, либо ошибки, либо какие-то важные вещи о своей власти я материалы делала. Это все, что мне вменили, но денег не брала. Минюст России резюмирует вот этот весь документ следующим. Еще раз говорю, то есть у всего этого есть печати необходимые, регалии, нумерация и так далее. Иностранное воздействие на Аршба НД выражено в том, что она имеет гражданство и проживает на территории иностранного государства Абхазской республики. Точка. И вот это очень важный момент. То есть неважно, денег я не брала, они сами это говорят, я никогда их не получала. Всего лишь я была признана иностранным агентом за то, что я являюсь гражданкой Республики Абхазия и проживаю в Республике Абхазия. Российского гражданства, к счастью для меня, у меня нет. В этом смысле мне повезло больше, чем моим коллегам. Но теперь резюме всего этого и вообще всего происходящего. Со статусом иноагента, честно, вообще никаких проблем. То есть для меня жизнь никак не изменилась. Ну, единственное, что, наверное, я не буду выезжать за пределы Абхазии куда-то туда, в ту сторону. Сейчас говорить Российскую Федерацию очень опасно, говорят. Поэтому я так вот. Почему? С сарказмом. Ну, раз иностранный агент, то это страшно. Так говорят. Мне еще раз. Моя Не жизнь слышала таких никак выражений, не честно изменилась. Работаю я по-прежнему и собираюсь работать по-прежнему, потому что я говорю не о Российской Федерации, я говорю о Республике Абхазия в своих материалах. А если я упоминаю Российскую Федерацию, то я это делаю с другой точки зрения. С точки зрения каких-то взаимоотношений, либо вещей, которые не могут быть применены на территории Республики Абхазия. Так вот, эта история про иноагентство, про лишение гражданства, значит, про депортации, которые, кстати, до сих пор продолжаются для некоторых людей, просто они никак не выходят в публичное пространство. Это, Но некоторые вопросы, наоборот, решились, например, с Барасом Куджбас, и слава богу. это санкции, да, санкции. Это давление, безусловно. И вот тут у меня очень важно, я хочу, чтобы это услышали, я по возрасту, наверное, не имею права, да, кому-то советы давать и кого-то поучать или призывать к чему-то. Но это мое мнение, я правда считаю, что вот как во время войны с оружием в руках, да, родители наши старшие, значит, свободу завоевали нашей страны. Сейчас не военное время, но это не значит, что родину оберегать, спасать в каких-то ситуациях, и, ну, не нужно, но это же, мы же должны, например, у меня есть дети, внуки, да, надо передать же родину им. Я, если честно, не собираюсь ни с кем договариваться, не идти на какие-то компромиссы, либо челом бить по поводу того, чтобы с меня сняли статус иноагента. Еще раз говорю, не буду. Нисфа, правильно я ли понимаю, что вы совершенно не надеетесь на какой-то конструктивный подход, раз вы говорите, От что... кого? Ну, От власти? Да, допустим, да.
Власть, которая с марта месяца, Инала чуть раньше признали иноагентом, Кан и Ливан, у них вообще декабрьская вся история, там январь, вот этот период, да. Власть, которая не посчитала нужным по поводу Бараса Куджба сказать слово, но... Ну, если Бараса вопрос решились, я думаю, что-то было сделано, может быть, мы об этом и не знаем просто. Были чиновники до недавнего прошлого, когда мы вызвали в парламент и сказали, остановите ту вакханалию, которая происходит на границе. Вы поняли, с чего началось, начали людей останавливать и так далее. Мы пригласили, весь парламент был очень озабочен этим вопросом, пригласили на тот момент министра иностранных дел Инала Арценба и главу администрации президента Беслана Кварча. Когда мы им вопрос задали, почему вы молчите, почему не готовят ноты, почему вы на это не реагируете. Знаете, какой интересный ответ нам был сделан? Сейчас не буду говорить, кто из них это делал, они с этим мнением оба пришли и сказали, если вы хотите, чтобы мы защищали ваши интересы, когда мы их обратили, слушай, обратите внимание на Конституцию, что там написано, они сказали, вы должны оставить российское гражданство, чтобы мы вас защитили. В Конституции написано, гражданин Республики Абхазия, имеющий иное гражданство, первым долгом рассматривается как гражданин Абхазии и защищает его интересы в зависимости там, где бы он ни находился. В данном случае Низ Фаршба не является гражданином России. Она была всегда гражданкой Абхазии, она никуда не выезжала в жизни, никакую за границу, никуда не летала, была всю жизнь гражданкой Абхазии, осталась. По их логике, тогда почему ее интересы не защищает страна? Поняли вас, пожалуйста. Да. Вы хотите, чтобы я продолжила эту тему? Вообще-то я не планировала говорить о всех этих судебных делах. Да, мы действительно подали в Замоскворецкий суд иск, мы пытались опротестовать решение Минюста, поскольку в тех документах, которые нам были присланы, не было почти ни одного слова правды, ну, если не считать года там, рождения и каких-то вот таких вот данных. То есть в основу обвинений Минюста легли просто полным текстом легли обвинения, которые звучали на анонимных сайтах, с анонимных проправительственных, пробжаневских, проинало-ардзенбовских анонимных каналов. То есть вот слово в слово. Знаете, вот, к сожалению, я никогда не была в Америке, но вот почему-то анонимы уверены, что я закончила в школу в Америке. И это же утверждает Минюст России. Таких абсурдных вещей там достаточно много, мне даже не хочется их воспроизводить. Тебе там 117 лет, кстати. Да, и там мне очень много лет, конечно же, да. И вот как бы на основании этого мы попытались опротестовать все это. То есть, абсурд. Мне казалось, что можно приложить справку о моих доходах, тем более, что СГБ Абхазии прошерстила мои счета моей дочери, вывернула все, что возможно было еще до выборной период. В конце концов, есть счета нужной газеты. То есть те же анонимные сайты все время утверждали, что нужная газета существует за счет иностранного финансирования. Нужная газета никогда ни одной копейки иностранного финансирования не имела. Какие-то вот еще... Это тоже проверяемо. То есть есть счета нужной газеты. Я не могу эти деньги в свой карман. По международные организации, которые здесь работают, очень тщательно следят за финансовой дисциплиной. Они присылают аудиторов, они проверяют. То есть это не Шарашкина какая-нибудь контора. Да? На самом деле вся эта информация известна. То есть эти данные мы попытались приложить, чтобы опротестовать то решение, которое принял Минюст. Конечно, наши иски рассматривать не стали. Вот как бы это, наверное, все, о чем я бы хотела сказать. Еще хотела бы сказать, что те же самые анонимные каналы, которые работали тогда, которые поливали грязью не только нас, а многих граждан Абхазии, они по-прежнему продолжают работать на правительство. Я недавно промониторила ситуацию и поняла, что у них позиция не изменилась. Они
хвалят тех же людей и ругают тех же людей, там, не Исфарж, Кана они как-то там оскорбительно называют. Ну, я, конечно, просто королева. У них мне действительно приятно. Вы знаете, я в таком возрасте, что мне уже приятно, когда обо мне так много говорят. Но сказать я хотела вообще не об этом, если можно, да, как у нас там со временем. Да, пожалуйста. Я постараюсь сделать это быстро, потому что я сделала наброски, чтобы не отклоняться от темы. И я буду говорить о смысле репрессий, которые обрушились на нашу страну во время президентских выборов. О кратковременных целях, заточенных под личные интересы отдельных людей, находившихся и находящихся сегодня во власти. Хотите, определите эту цель как апартаменты, как инвестсоглашение, передачу абхазских земель в собственность иностранного государства или олигархов, неважно, как их определить. Смысл у всех этих действий один – девальвация идеи абхазской государственности. Понятно, что для достижения такой цели необходимо было решить ряд задач. Подмять под себя правоохранительные органы, правосудие, зачистить информационное поле, уничтожить альтернативное мнение и подавить свободомыслие в любом виде. То есть оппозиция и независимые СМИ надо уничтожить, и жизнь сразу превратилась. Да и мы, собственно говоря, уже видим по информационным сегодняшним агентствам, как она сразу превратилась в сплошной праздник, заиграла новыми красками. Мне бы не хотелось, конечно, отклоняться от темы, но я все-таки скажу. Не могу я это не отметить, что отсутствие конкуренции, я имею в виду вычленение, выбивание независимых СМИ с информационного поля, пагубно сказывается и на государственных СМИ, которые превратились в безликих копирайтеров и, по сути, ретранслируют официальную информацию пресс-служб. Я понимаю, что это немного... Вы же... Я не продолжаю работать, в отличие от НИСВы, я не продолжаю работать. Разве вы не пишете? Разве нужную газету, мне кажется, я читаю ее? Ну, тогда открой сайт нужной газеты и посмотри. Нужная газета не в телеграм-канале я вроде... В телеграм-канале это не я. Но это другая, в общем-то, тема профессиональной деградации и этики, о которой не мешало задуматься не только... задуматься всем гражданам Абхазии. Возможно, на телевидении следовало бы провести по этому поводу очень серьезные диалоги, потому что обрушение независимых СМИ – это очень серьезная проблема для государства, которое объявляет себя по Конституции демократическим. Но я вернусь к нашим баранам и напомню, что начиналось все с лоббирования проекта закона об иноагентах. Не прошло. Общество не согласилось на создание такого инструмента подавления свободы слова, свободы мысли, свободы шествий, свободы демонстрации и других свобод и гражданских прав человека. Тогда лишили господдержки независимые СМИ. Тоже безрезультатно независимые СМИ продолжали работать и без господдержки. Пошли на откровенную ложь. Добрую половину политически активных граждан страны голословно обвинили в работе на спецслужбы иностранного государства. Тон задавали первые лица государства. МИД так вообще просто из шкурки вылез, сменил свою парадигму, и вместо внешнеполитической деятельности министерство занималось сугубо лоббированием закона об иноагентах и обвинениями в адрес граждан Абхазии. Я думаю, что это времена недавние, и все мы помним, что творил Инал Арценба, эту вакханалию, которую он устроил. Используя абхазские и российские информационные ресурсы, анонимные вбросы проправительственных телеграм-каналов, они подготовили почву для репрессий, которые произошли вот полгода назад. Для смирения самых неугодных обратились за помощью к России. Так у нас появились депортированные граждане Абхазии, в числе которых и репатрианты, герои Абхазии, лишенные российского гражданства. Да, и Кан, и Ливан, они воевали за наше Отечество. Но представители старейших независимых СМИ, по сути, всех независимых СМИ, получили статус иноагентов. Последним принадлежу и я. И, конечно, возникает вопрос, а есть эффект у всех этих
выборочных репрессий, конечно, есть. Страх попасть под жернова истории. Простым людям всегда это очень страшно. Поэтому мы видим, как замолчала оппозиция, независимые СМИ, которыми мы так гордились. Я вам напомню, что 10 лет назад наши президенты, выступая с различными речами, говорили о том, что, с гордостью говорили, о том, что в Абхазии существуют независимые СМИ. Мы знаем, что иностранные журналисты, приезжая к нам, всегда очень удивлялись и восхищались тем, что у нас существует независимая пресса. Да, остановлен процесс репатриации. Гражданское общество запугано и боится даже размышлять на темы болезненные и актуальные для нашей страны. Сегодня власть вроде как сменилась, но по всем признакам это продолжатели дела Бжаня. Я недавно просмотрела поручения президента, о которых очень много сегодня говорят, да, их обсуждают, в том числе в какой-то такой неописуемый восторг пришли даже некоторые бывшие представители оппозиции, да, и я хотела бы обратить внимание, да, там говорится об экономике, о сельском хозяйстве, но там ни слова не сказано в защиту прав граждан Абхазии, а это первейшая задача президента. Сегодня за пределами Абхазии находится огромное количество многодетных матерей, которым нужна помощь. Эту помощь ни в одном поручении Бадры Гумба помощи этим женщинам не присутствует. Я мониторила различные информационные агентства, и мне на глаза попалась информация о том, что в Белоруссии по каким-то там очень сомнительным предлогам осуждены там журналист, какой-то проповедник и так далее. Они обладают двумя гражданствами. Они обладают гражданством Белоруссии и гражданством Польши. Но живут в Белоруссии. Польша вступилась за них. Руководство Польши просто ведет боевые действия. Ну, боевые действия, это я, конечно, говорю в кавычках, с руководством Белоруссии, защищая права своих граждан. Я очень позавидовала польским гражданам. И немного личного. После июльских событий 1989 года меня уволили с работы по требованию грузин. Это было в Абхазской автономии Грузии. Оказывается, я не там была и не с теми находилась с 15 на 16 июля. Спустя 35 лет история повторилась. В независимой республике Абхазия опять выяснилось, что я опять не там и не с теми. И меня по просьбе Бжания признали иноагентом в России. У нас есть некоторое отличие от других стран, где установлен авторитарный режим. Нам, гражданам Абхазии, делать ноги некуда. А у репрессий, как показывает история, не существует предела. Со СМИ и оппозицией они обычно только начинаются, а затем от точечных целей переходят к массовым. Поэтому этот процесс надо остановить, пока не стало поздно. И я считаю, что наши люди не должны игнорировать то, что сегодня происходит. Уточнение, по-моему, спецкомиссия все-таки создана по вопросу женщин, которые вот, я имею в виду... И что дальше? Ну, я думаю, что это все И равно что? начало какой-то работы. Ну этому началу уже полгода, да. Да, ну вы знаете, не все сразу Нет, делают. Арифа, нет, не надо насчет все сразу, ничего не делается. Женщинам, как вот группе многодетных женщин Абхазии, помощь со стороны Абхазии никакая не оказывается. Многие из них, да, там есть аферистки, но большинство из них было просто введено в заблуждение. Мы на каждом углу видели эти объявления. Женщины Абхазии, обращайтесь, мы вам окажем помощь в оформлении. Многие считали, что раз мы граждане Абхазии, значит, мы имеем право на эту помощь. Это руководство страны должно было сказать, вот это то, что правоохранительные органы, прокуратура должна Почему-то была я не сказать. решилась, например, обратиться вот за этими объявлениями. Ну, Все-таки, вот ты мне не кажется, решилась, да. нужно включать критическое мышление. Значит, ведь у тоже. тебя не такая проблемная ситуация была, как у многих других Я женщин. думаю, что вы не Многие можете знать о живут моих на грани проблемах. выживания. Давайте Да. тогда вернемся, пожалуйста, Эрсу Иванович, что вы хотели сказать. Спасибо. Ну, во-первых, я хотел бы начать с того, что меня никто ничего не лишал. Ни иноагентом не объявляли, ни гражданства не лишали. Но, тем не менее, я нахожусь в этой студии. И я прекрасно понимаю, что то, что мы сегодня делаем в этой студии, оно ломает общую картину в средствах массовой информации, общей идиллии и благополучия. Понимаете? Я тоже хорошо понимаю. Вот я должен сказать, что я представитель поколения, которое с самого молодого возраста стояли у истоков строительства этого государства. От командованием старших, достойных старших,
мы строили эту страну. Во время войны отстаивали ее интересы, после военные годы отстаивали. И мы своей вот этой жизнью и борьбой заслужили право на мнение и право на голос. Это чтобы было понятно, чтобы потом никто не удивлялся, почему вдруг мы начали отстаивать интересы Абхазии. Изначально, когда мы говорили о независимом государстве, когда мы боролись за него, мы это делали не потому, что нам нечего делать было. Мы делали это потому, что было четкое и ясное осознание того, что только в условиях независимого государства мы сможем выжить как этнос, как абхазский этнос. Потому что кроме как нам это никому не надо, наше выживание абхазов на этой планете, кроме нас никому не нужно. И единственным условием, чтобы выжить, это независимое абхазское государство, которое мы строили, когда началась война, начали строить, выстояли, погибли наши братья, наши сверстники, одноклассники, друзья. Потом послевоенные, я просто хочу напомнить немножко, послевоенные голодные, холодные времена выдержали, выстояли. Вот. Ну и потом приехали люди, которые в 2009 году только вернулись, в 2009, уже когда уже сытно стало, более-менее электричество появилось, побрились люди, постриглись, оделись нормально, цвет кожи поменяли. Приехали и начали нас учить, что, оказывается, у нас не так хорошо, как в Москве. Не в России, подчеркиваю, а именно в Москве. Начали нас мерить по московским меркам, понимаете как? А потом инициативы появились, типа апартаментов, закона об иностранных инвестициях и так далее. И вот когда мы, вот эти люди, которые все это время боролись, все это время здесь жили и строили эту страну, когда начали говорить, что это опасно для нашей страны. И когда мы остановили эти процессы, кстати говоря, и отстаивая наше право на голос, мы остановили закон об апартаментах, и когда мы спасли, я не преувеличиваю, именно спасли абхазский бизнес и абхазское общество от соглашения об инвестициях, в отношении нас, я имею в виду тех, кто боролся, начали применять персональные санкции. Почему их начали применять? Тут все, извините, проще пареной репы. Понимаете, вот генеральный прокурор вам сказал, что время нужно, там, разобраться надо и так далее. Заявляю откровенно, наши чиновники в средствах массовой информации несли откровенную клевету. Они заявляли, что в оппозиционной среде есть люди, которые работают на западные спецслужбы. Эти заявления есть. Мы вам их предоставим. Может, через вас Генеральную прокуратуру передадим, может, они их так больше поверят. Вот, есть видеоматериалы, есть документальные свидетельства. Начиная с президента, экс-президента и заканчивая чиновниками рангом пониже. Понимаете как? Они натянули на Абхазию виновность перед Россией своими действиями. Это подделали, преподнесли как нашу борьбу с Россией. Какой-то бред сивой кобылы. Ни с какой Россией никто не воевал. И воевать не собирался, мы не сумасшедшие. Мы не хуже Аслана Бжания понимаем всю ценность добрососедских отношений с Российской Федерацией. Мы эти отношения выстраивали задолго до того, как он им занялся. Мы выстраивали на своих рабочих местах, выстраивали. Я лично этим занимался. Отстаивая интересы русских граждан, граждан русской национальности в Абхазии, защищая их имущество от тех, кто рядом с ним воевал с нами потом. От них в том числе, когда они занимали их квартиры и там судебные решения подделывали. В том числе, хочу это, чтобы это было четко, ясно, понятно. Понимаете как? Поэтому у меня вопрос. После всего, что случилось, мы должны снова объяснять нашей власти, что они должны защитить наши права, права вот этих людей. Есть Конституция, в ней есть норма, что Конституция Республики Абхазия, что Республика Абхазия гарантирует защиту прав и свобод граждан Республики Абхазия, вне зависимости, где они находятся, на территории Республики Абхазия или за ее пределами. Понимаете? Мы вот о чем говорим. Почему наша власть сегодняшняя не может публично выразить свое мнение по этому вопросу? Хоть какое-нибудь, они за или против, они согласны с этим или против этого. У нас сегодня наблюдается формирование новой элиты, покладистой и на все готовой. Это процесс разрушения абхазского независимого государства. Мы так это видим, и мы имеем право на то, чтобы это видеть так. Мы это право заслужили. Мы не туман, мы не облако, мы не рассеемся, мы не умрем. Мы здесь жили и планируем жить. Мы сегодня пришли сюда не просить, чтобы вернули кому-то гражданство или статус иноагента сняли. Нет, не для этого. Мы сюда пришли, чтобы сообщить абхазскому народу, что происходит в стране. Чтобы обратиться к власти, чтобы она выразила свою позицию и привлекла к ответственности виновных лиц.
которые публично клеветали на граждан Абхазии. Вот зачем мы здесь. Это очень важно знать. Чтобы это не выглядело, что мы просим... Возможность Бата Зуравович имеет. Но если он еще на самом деле не залез, так скажем, глубоко во все тяжкие, у него есть шанс этот вопрос исправить, это поддержать свой народ. Мы пришли защитить интересы государства и общества нашего. Для нас чужих людей нету. Спасибо. Мы готовы, чтобы абхазский народ был единым. И, как Ишсай Иванович иногда любит говорить, ходить в одну сторону, одним шагом. Мы готовы, если нормально, здоровые силы есть. И он, если молодой еще человек, он может это все, у него есть это шанс сделать. Да, спасибо большое. Ваши позиции понятны. Подытоживая этот эфир, просто хочу еще раз напомнить телезрителям в первую очередь, что я думаю, что вот ваши коллеги в парламенте пытаются разобраться с этим вопросом. Все-таки это парламентская комиссия и законодательная власть. Я думаю, что мы можем на них тоже рассчитывать, Арифа, наверное. да, Есть смысл... По поводу комиссии пару слов тоже хочу сказать. Вы знаете, Да, мы уже очень долго понял, в эфире, хорошо. да. Всё, молчу. Извините, пожалуйста. И поэтому, наверное, есть смысл дождаться вывода в этой комиссии. Прокурорская, Конечно, мы все-таки дождемся. есть генеральный прокурор. Но почему нет? Потому что это все-таки структуры и органы, и мы хотим, чтобы услышать их Арифа, мнение. вы понимаете, в чем дело? Мы верим и парламенту, и прокуратуре. Ну, вот И я в про нашей, это же и и в говорю. нашей ситуации было бы самое удобное, сейчас самое удобное было бы для нас, вот для меня, в частности, как гражданина республики, было бы очень удобно, если бы прокуратура выполнила свои обязанности в полном объеме. И парламент свои контрольные функции включил бы и выполнил бы в полном объеме. Мне было бы это очень удобно. Я бы сейчас занимался своими делами, а не здесь сидел бы в студии, понимаете? Я то же самое говорю. Да, есть но, понимаете, всегда есть но, к сожалению, большому. Пока что из того, что происходило, у меня есть основания сомневаться. Спасибо большое. Вам спасибо огромное. Благодарю вас. Спасибо.